Итак, Моисей. Мы сегодня прочитаем несколько мест Писания именно из Нового Завета, связанных с Моисеем. И поговорим об одном факте. Почему-то, вы это знаете все, кто читал про Моисея, но никто из вас не назвал этот факт. У Моисея было 3 жизни. Он, конечно, не кошка, у которой сколько там жизней у кошки. Да, он был Моисей с 3 жизнями. Но я хотел бы, чтобы мы сегодня из этого чему-то научились. На самом деле я хочу, чтобы мы неотрывно смотрели на всю его жизнь, на разные события в его жизни и чему-то учились для себя, и что-то вынесли, какие-то уроки для себя, и точно так же двигались бы в вере, как двигался тот человек. Помните, мы как-то с вами говорили, это всего лишь имена: Авраам, Иаков, Авель, Енох, Ной, Моисей. Нам кажется всего лишь, что это такие невероятные люди, и в их жизни были чудеса. Раз Бог сказал нам смотреть на этих людей, чему-то учиться, значит, мы можем что-то увидеть и чему-то научиться, и быть подобными как минимум этим людям. Потому что Иисус сказал, что мы, если мы следуем за Иисусом, мы можем стать подобными Иисусу и увидеть чудеса, которые творил Иисус. Итак, библейское повествование, которое записано в Деяниях, какая там у нас глава? 7 глава с 22 стиха я читаю. Моисей был научен всей египетской мудрости. Я хочу, чтобы вы сейчас просто представляли себе этого человека. Моисей был научен всей египетской мудрости. Он был силен и в слове, и в деле. Поэтому, когда мы говорим просто один факт, что этот человек был косноязычный и не мог говорить, это тоже не совсем верный факт. Потому что про этого человека сказано, что он был силен в слове и в деле. Когда ему было 40 лет, он решил навестить своих братьев-израильтян. Если мы сейчас на этом пункте остановимся, вот здесь, на этой точке остановимся и представим себе, что это был за человек. Я хочу, чтобы вы мне сказали, кто у вас встает перед глазами. Этот человек, согласитесь, вот про таких говорят, это мажор. У него есть в жизни все, потому что он внук президента страны. В его жизни открыты все двери, в его жизни открыты все возможности. Этот человек получает лучшее образование, он носит лучшую одежду, он питается лучшей пищей, его окружают самые достойные люди его общества. Согласитесь, этот человек из того высшего общества, свет, про таких говорят, или цвет египетской нации. Это люди, на которых делают ставки, это люди, которые являются, знаете, таким определенным столпом, потому что они продолжатели вот этой династии управленцев в том государстве. А на минуточку, Египет в то время уже был империей. Это было мощное государство, это была главная цивилизация того времени. И вот этот человек, он из цвета нации, этот человек получил все самое лучшее. Ему были доступны все самые лучшие учителя, возможности. Вот все, о чем мы только можем сегодня мечтать, этот человек все это имел. Но, когда ему было 40 лет, в нем что-то происходит. Он решил навестить своих братьев-израильтян. И вот смотрите, что происходит. Он человек из высшего общества. А помните, когда мы говорили про Иакова, про Иосифа, там был такой момент, что когда Иосиф переселил своего отца, египетский царь встречается с Иаковом и спрашивает: а чем вы занимаетесь? Помните эту историю? Что ответил тогда Иаков? Мы пастухи. Но там подчеркнуто, что пастухи в глазах египтян были кем? Никем. Это было такое, если можно сказать, низшее сословие, ничтожное сословие. Это люди ничтожного рода деятельности, ничтожного занятия. Пастухи это были вот в пищевой цепочке на самом там где-то второсортные люди. Второсортные люди. И вот смотрите, что происходит. Человек, который из высшего общества, вдруг с ним что-то случается, и он решил навестить своих братьев-израильтян, второсортных. Мало того, что они там пастухи, они уже в рабстве. Это рабы. Это бесправные существа на уровне вот этих ослов, овец, на уровне никто.
Вопрос сразу к вам, дорогие. Что происходит с сердцем Моисея? Почему у него появляются эти идеи в голове? Знаете, Новый Завет говорит такую вещь, что каждый из нас, мы призваны Богом. И вот это призвание, это такое внутреннее горящее чувство, которое не оставляет тебя даже в тот самый момент, когда тебе кажется, что ты чего-то достиг. И этот человек, когда он уже в 40 лет, он чего-то достиг. Он был преемником, может быть, того президента в той страны, где он находился. Он внутри чувствовал призвание, что есть что-то другое, есть что-то, куда Бог его толкает. И это что-то, это вот этот ничтожный народ, вместе с которым ему надо быть и страдать в конечном итоге. Увидев, что одного из них обижает египтянин, он заступился и отомстил, убив обидчика. Он был резкий человек. Он был человек, знаете, вот это вот состояние облеченного властью. Это человек, который понимал, что он может делать многое, что не позволено обычным смертным. Дальше написано, Моисей думал, его братья поймут, что Бог через него дает им избавление. Внутри себя он чувствовал призвание Божие, что он не случайно плыл в детстве по Нилу, не случайно он попал в руки дочери фараона. Не случайно вот с ним произошло все, что произошло, и он сегодня на коне. И он внутри понимал, что он для чего-то призван. Кто из вас внутри понимает, что вы для чего-то призваны? Мы же не просто так на этой земле, чтобы просто тупо прожить жизнь, воспитать хороших детей, как люди говорят. Построить дерево, вырастить дом и посадить сына. Или наоборот. И вот это вот смысл жизни. Он понимал, что не для этого мы созданы. Мы же не для этого созданы. У нас есть призвание Божие. Положи руку на свое сердце, скажи, я призван Богом, и у меня есть призвание Божие. У меня есть предназначение Божие. Вот этот человек приходит к своим униженным, оскорбленным, к этому рабскому народу, к Израилю. И он думает, что убивая этого египетского солдата, да, он думает, что таким образом все поймут и все увидят, что Бог дает через него избавление. И там написано дальше, что на следующий день Моисей увидел, как двое израильтян дерутся. Он попытался помирить их. Вы же братья, говорит он, зачем вы обижаете друг друга? Когда обидчик оттолкнул Моисея и сказал, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Или ты хочешь убить и меня, как вчера убил египтянина? Услышав такие слова, Моисей бежал и поселился в Мадианской земле, как чужеземец. Там у него родились два сына. На этом, да, мы останавливаемся пока? На этом останавливаемся. Вот здесь в 40 лет заканчивается первая жизнь этого человека. Первая жизнь здесь заканчивается. И знаете, интересно, я когда анализировал, например, свою жизнь, когда я пришел ко Христу, когда я смотрю на жизни других людей, я примерно вижу, что мы очень сильно схожи с Моисеем. У каждого из нас была жизнь без Бога. У каждого из нас буквально. И, к сожалению, у некоторых она продолжается, потому что мы внутри сделались такими людьми, что мы можем без Бога что-то делать. Мы можем без Бога выжить. Мало того, что выжить, заработать деньги. Мы можем без Бога родить сына, построить дом, посадить дерево. Мы можем это все без Бога. Согласитесь, каждый человек, сегодня живущий на этой земле, проживает определенную жизнь. И до поры до времени люди, они что-то созидают такое в своей жизни, на что они могут опереться. Либо это деньги, либо это позиция, которую они зарабатывают в обществе, либо это образование, на которое они потом уповают. И потом ты встречаешься с такими людьми. И эти люди, они говорят, а зачем мне Бог? Я могу без Бога. Вот этот человек, дожив до 40 лет, получив образование, получив все, в чем он нуждался, он внутри себя понимал, что он в принципе может и без Бога. И Бог его не посылал убивать египтянина, Бог его не посылал разнимать этих, скажем так, враждующих братьев. Может быть, он чувствовал призвание, что он должен вывести однажды этих людей. Но он внутри своего сердца делал какие-то шаги, не опиравшись на Слово Божие.
Он не делал это, потому что он опирался на то, что Бог ему это поручил сделать. Он это делал, потому что он опирался на свою человеческую плоть, на свою человеческую силу. Согласитесь, многие из нас, мы живем до поры до времени, и мы опираемся на свою человеческую плоть. Мы опираемся на свои какие-то ресурсы. Это то, что Библия называет упование на плоть человека. Это когда я могу без Бога что-то. Я могу без Бога что-то сделать, достичь, построить. И отчасти я самоуверенный человек в этом состоянии. Кто из вас может о себе сказать, что в вашей жизни был промежуток времени, что мы были самоуверенными, нам казалось, что мы все можем. А знаете, это, наверное, касается особенно людей такого подросткового возраста, когда у них что-то начинает в жизни получаться, когда они только первые какие-то шаги делают в своей жизни, у них внутри чаще всего такой портал открывается, им кажется, что все дороги перед ними открыты, и он сейчас начнет делать какие-то шаги, и через 2 недели он станет миллионером, через 3 недели он построит прекрасную семью с той женщиной или с этим парнем. Это люди, которые, им кажется, что все так легко, и они пройдут такой совершенно сумасшедший легкий путь, и все перед ними будет усыпано розами, да. И это люди, они самоуверенные в своих силах, они планируют что-то, они делают какие-то решения. И когда ты им говоришь, например, с позиции какого-то опыта человеческого, ты им говоришь какие-то вещи, наставления, он говорит, я в этом не нуждаюсь, потому что я знаю, у меня все будет по-другому. Кто из вас, подростки, кто примерно такие чувства переживал, когда вы были подростками? Я точно такой же был. Мне казалось, стоит мне сейчас, например, начать свою собственную жизнь вне этих сдерживающих факторов, которые меня удерживают, то все будет открыто, я все смогу, у меня все получится. Но в один прекрасный момент я пришел к тому, что без Бога, без благодати Божией, без силы с небес, я одно сплошное чмо. И все, что я могу сделать хорошо, и все, что я смогу достичь очень хорошо, это просто уйти в ад под фанфары этого мира, под аплодисменты этого мира. Все, что я могу сделать хорошо. Знаете, когда у нас приходит это внутреннее состояние, что без Христа, без Его благодати, без Его силы, без того, чтобы жить, вручив полностью всю свою жизнь в Его руки, когда у меня нет этого внутреннего состояния, или когда я не переживаю это внутреннее состояние, что я без него ничего не могу, это состояние самоуверенности, которое Бог однажды должен посрамить. И это посрамление будет происходить разными путями. Например, этот человек пережил посрамление, когда собственные люди, которым он хотел помочь, сказали, кто ты такой вообще, ты чмо, иди отсюда. И ты думаешь, если ты убиваешь направо-налево безнаказанно, ты думаешь, что ты точно так же можешь делать это в нашем народе. И знаете, что происходит? Когда он убегает в Мадиамскую пустыню, на этом он обрезывает свою связь с первой его жизнью, жизнью по плоти. В твоей жизни, когда ты приходишь ко Христу, должен состояться момент, когда ты обрезываешь мосты со своей прошлой жизнью. Слышите, друзья? Твоя новая, вторая жизнь должна начаться с момента, когда ты сжигаешь мосты, которые связывают тебя с твоей старой греховной жизнью, с твоей старой жизнью, когда ты все мог без Бога, когда ты мог строить свои собственные планы и свои собственные пути. Сожги мосты со своей старой жизнью. Некоторые люди спрашивают, а как я могу сжечь мосты? Очень просто. К примеру, тебя окружали какие-то люди, твои единомышленники, которые вне Христа и вне Бога вместе с тобой строили жизнь, не подначивали тебя и говорили, да давай, братан, все у тебя получится, давай будем это, давай будем то. Ты приходишь к этим людям и говоришь, я больше не буду жить так, как мы жили раньше. И я хочу попросить у вас прощения за то, что я вместе с вами делал грехи, за то, что вместе с вами я обманывал людей, я научился курить сигареты, или я первый раз вместе с вами попробовал наркотики, или я занимался блудом, или я занимался одним, другим, третьим. Я хочу попросить у вас прощения. Друзья, это называется сжечь мосты с этим миром. Это то, что сделал Моисей.
он однажды решил, что он не пойдет договариваться с фараоном по поводу убитого солдата. Он не пойдет разводить и договариваться. Он понял, что он хочет новую жизнь. Если ты хочешь новую жизнь, для тебя очень легко будет сжечь все мосты, которые сдерживали тебя или которые возвращали тебя на пути этого мира, на пути старой жизни, на пути вот этой жизни упования на свою плоть, на пути жизни, когда ты сам с усами, ты все можешь и без Христа. Слышите, дорогие друзья? Поэтому это нормальная практика, когда христианин приходит ко Христу. Это нормальная практика, когда он переживает встречу со Христом. Он говорит: Бог, в моей жизни есть грехи, которые тянут меня назад. И нормальная практика, когда ты внутри своего сердца слышишь, что хорошее время настало исповедать свои грехи. Хорошее время настало принести достойный плод покаяния. Каким образом? Пойти и развязаться с теми людьми, с которыми ты грешил. Это сегодня, это вообще не популярная вещь, особенно у телепроповедников различных. Это вообще не популярная тема исповедовать грехи, это не популярная тема идти туда, где ты сделал какое-то зло и развязаться с этим злом. Это не популярная тема вернуть то, что ты украл у других людей. Это вообще не популярно, но это то, что называется сжечь мосты. Если ты однажды пришел к своим друзьям, ты попросил у них прощения за какие-то вещи, в которых ты когда-то вместе с ними жил, вместе с ними матерился, смотрел какую-то порнографию или просто был каким-то циником, ты пришел, покаялся за эти вещи. Второй раз у тебя будет определенный сдерживающий фактор. А я не хочу снова туда, потому что, чтобы прийти к Богу, мне это чего-то стоило. И я сжег мосты в свое прошлое. Слышите, о чем я говорю? Давайте вторую жизнь посмотрим. Вторая жизнь начинается от Деяния 7 глава с 30 стиха. Через 40 лет Моисею явился ангел в пламени горящего тернового куста в пустыне. Сколько ему лет было? 80, логично. В 40 лет он оборвал все свои связи со своей прошлой жизнью. Он оборвал все свои связи, на что он уповал, на чем он стоял, на чем он держался. Он доверил свою жизнь Богу, он убежал в пустыню. За это время много чего с ним случилось, и он сам стал пастухом. И согласитесь, это иногда юмор, когда ты вроде бы из цвета нации, и потом ты вроде бы делаешь те самые вещи, которые презирались этим цветом нации. Он сам стал пастухом. И Библия говорит, что в один прекрасный момент Моисею явился ангел в пламени горящего тернового куста в пустыне, недалеко от горы Синай. Моисей был поражен, когда это увидел. Он подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть, и услышал голос Господа. Друзья, вот это место Писания, мы сейчас дочитаем, перелистывай, мы будем дальше читать. Вот это место Писания говорит каждому из нас о том, что без встречи с Богом мы никогда не войдем в ту самую жизнь, которую Бог нам приготовил. Можно ходить в церковь годами, десятилетиями, но если мы не переживаем встречи с Богом, если мы сегодня не нацелены на то, чтобы иметь отношения с реальным, живым Богом, однажды к тебе все равно придет это разочарование, которое скажет тебе: да зачем тебе все это надо? Это религиозная жизнь, это организация, в которой ты годами находишься, в которой ты там что-то жертвуешь, что-то делаешь. Внутри тебя начнет происходить однажды разочарование, если у тебя нет живых встреч с Богом. Скажи: встреча с Богом. Друзья, это самое важное сегодня, на что мы должны нацеливать свою жизнь. Каждое утро, когда ты просыпаешься, пусть у тебя не будет сегодня денег, пусть у тебя сегодня не будет бенза залить в твой автомобиль, но пусть у тебя будет голод по встрече с Богом. Пусть это будет продолжаться внутри тебя, эта страсть, жажда искать того, кто разговаривает с тобой, кто горит и не сгорает, и кто хочет сегодня для тебя самой лучшей жизни. Знаете, здесь интересно, Бог ему говорит такие слова: «Я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова». Моисей дрожал от страха. Послушайте, когда мы читаем первый раз про этого человека, он был уверен в себе. Библия говорит, он был научен, у него было образование, он занимал позицию. И когда дело касалось каких-то вызовов, он никогда не тресся. Он был силен в принятии решений. Но здесь совершенно другой человек.
Что-то произошло с ним, что-то сломалось. Вот это вот, знаете, внутри нас должно сломаться эта самоуверенность. Внутри нас должна поломаться это внутреннее состояние, когда я все могу, я ничего не боюсь. Многие люди говорят, да я ничего не боюсь. Да, это, конечно, классно, это, конечно, прикольно, но Божьи люди – это не люди, которые ничего не боятся. Это люди, которые наступают на страхи. Это люди, которые наступают на свою дрожащую плоть. Это люди, которые понимают, что Бог сегодня за нас, и я держусь за моего Бога, и Он проведет меня через мою долину смертного страха, смертного опасяна. Моисей дрожал от страха и не решался поднять глаз. Господь сказал ему: сними свою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, святая земля. Я увидел угнетение моего народа в Египте и услышал их стоны. Я сошел, чтобы освободить их, а теперь иди, я посылаю тебя в Египет. И дальше что написано? Моисей сказал Господу, вот Бог разговаривает с ним. Что в сердце Моисея? Он говорит: о, владыка, я не был красноречивым раньше и не стал им теперь, когда ты заговорил со своим слугой. Я говорю медленно и невнятно. 11 стих. Господь сказал ему: кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым? Кто дает зрение или делает его слепым? Разве не я, Господь? Итак, ступай, я помогу тебе говорить и научу, что сказать. Но Моисей ответил: о, владыка, прошу, пошли кого-нибудь другого. Когда первый раз мы встречаемся с Моисеем, человек, уверенный в себе, человек, добившийся уже к своим 40 годам какой-то позиции. Он что-то может. Он имеет какое-то влияние. Ему есть на что опереться. У него есть образование, у него есть связи, у него есть характер. И здесь мы встречаем 80 лет этого человека. Фактически совершенно раздавленный человек. Это человек, который пришел к состоянию, что он ничего не может. Но на самом деле 40 лет, когда ты с 40 последних лет общаешься только с овцами, ты забываешь нормальный человеческий язык. Когда последние 40 лет ты пребываешь только в пустыне, ты не видишь общества, ты не знаешь, как тебе прийти в это общество и что тебе в этом обществе говорить. Этот человек прошел свою пустыню для того, чтобы в нем что-то было поломано, что-то было разбито, и что-то в этой пустыне должно было умереть. И знаете, каждый из нас, так или иначе, мы проходим определенный промежуток в нашей жизни, который называется пустыня. И эта пустыня нам нужна. Если бы не пустыня, эти овцы, которых пас Моисей, он бы так и остался этим самоуверенным, надменным человеком. Но пустыня изменила его. Вот эта вот жизнь, когда вокруг все идет не по плану, ты думал, что в свои 40 лет ты думал, что ты будешь спасителем целого народа, а ты оказался пастухом овец. Ты думал, что ты будешь человеком, который создаст новое государство, а ты оказался просто в месте, где нет даже людей, нет вообще никакого общества. И все пошло не по плану, и все пошло не так, и все пошло не туда. И знаете, это иногда людей надламывает, и иногда это приводит к такому состоянию, и в принципе это неплохое состояние, когда ты внутри своего сердца понимаешь, что я-то на самом деле и никто. Я всего лишь человек. Сегодня я на коне, сегодня у меня все получилось. Сегодня я, может быть, цвет нации, а завтра я могу быть изгнанным, поруганным и оказаться ничтожным. Ты всего лишь человек. И ты внутри своего сердца в такие самые дни начинаешь задумываться, что есть кто-то, кто всегда на троне. И невзирая ни на что, он остается главой, царем, Господом. Ты начинаешь думать о том, кто всегда был царем и останется царем. И в его присутствии или на его фоне ты всегда никто, ты всего лишь песчинка на берегу моря. Знаете, это хорошее состояние, когда ты приходишь, как один из пророков говорил, когда ты приходишь к состоянию, когда ты осознаешь, что ты всего лишь глина. И не ты тот самый творец, который из этой глины что-то слепит, а есть другой, в чьи руки ты должен попасть. И просто стать покорной глиной в его руках. И на этом его жизнь не останавливается, когда он просто поломан, когда он просто, знаете, надломлен. Бог приходит к нему. В это состояние, вот когда ты смиряешься перед Богом, и ты понимаешь, что ты никто, это состояние называется смирение. И к смиренным, Библия говорит,
Бог становится близким. Бог, Он обитает среди сокрушенных. Бог, Он обитает среди тех, которые внутри своего сердца говорят: я никто, Господь, без Тебя. Все, в чем я нуждаюсь на этой земле, это в Тебе самом и в Твоей милости. Я сегодня встал с постели, я сегодня дышу только благодаря Тебе и Твоей милости. Все мои планы завтрашние, которые я могу построить, это только на Твоей милости и на Твоей благодати основывается, если Ты позволишь. То есть это люди, которые полностью зависят от Бога. И вот здесь, что самое интересное, когда Бог говорит ему эти слова, он мог бы остаться в своем упертом состоянии, доказывать Богу, что он не может. Он начал играть с Богом в эту игру, как и мы многие. Бог сначала ведет нас одним путем, Он приводит нас к состоянию, когда мы ничего не можем. И вот именно в этот момент приходит и говорит: а теперь я хочу, чтобы ты что-то сделал для меня. И вот эта наша неможемость, она иногда с нами играет злую шутку. И мы начинаем говорить: Бог, а кто я такой? Я ничего не могу. Бог говорит: я хочу, чтобы ты это сделал. Но я никто, я не могу разговаривать, я не могу одного, не могу другого, не могу третьего. Бог говорит: раз я пришел к тебе, значит, ты это сделаешь. Значит, я поставил сегодня ставки на тебя, значит, пришло твое время. Друзья, есть первая жизнь, когда мы уповаем на себя, и это крайность. Это самонадеянное состояние, которое Бог все равно рано или поздно возьмется за нас, и Он будет ломать это в нашей жизни. И будет работать один простой принцип Писания: когда приходит гордость, приходит и посрамление. То есть мы будем переживать определенные моменты посрамления для того, чтобы внутри нас сломалась самонадеянность, самодовольство наше. А вторая жизнь, и это тоже может быть другая крайность, другие 40 лет, когда у нас ничего не получалось, ничего не происходило, мы сидим в состоянии, Бог приходит к нам, и мы говорим: Бог, я ничего не могу, поэтому найди кого-нибудь другого. Бог говорит: нет, братан. Он говорит тебе сегодня: нет, сестра моя дорогая, у меня есть для тебя сегодня посланничество. Я хочу, чтобы ты сегодня пошел и сделал то, что я от тебя хочу. Давай посмотрим это место Писания. Бог вот снова здесь, смотрите, Он говорит: я сошел, чтобы освободить их от иго египтян и вывести их из этой земли. Бог рассказывает ему планы, которые Он имеет для своего народа. Он говорит: я хочу вывести их в добрую просторную землю, где течет молоко и мед, в край Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Хивеев и Иевусеев. Вопль израильтян дошел до меня, я увидел, как угнетают их египтяне, а теперь иди, я посылаю тебя к фараону. Бог каждому из нас в определенный момент нашей жизни говорит слова: иди и делай что-то. И интересно, Моисей говорит Богу: кто я такой, чтобы пойти к фараону, вывести израильтян из Египта. Дальше. Бог ответил: я буду с тобой, вот тебе знак, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. И Моисей сказал Богу: вот я пойду к израильтянам и скажу им: Бог наших отцов послал меня к вам. А они спросят: а как его имя? Что мне ответить им? Бог ответил Моисею: я тот, кто я есть. Скажи израильтянам: я есть, послал меня к вам. Еще Бог сказал Моисею: скажи израильтянам: Господь Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот мое имя навеки. Так меня будут называть из поколения в поколение. На этом остановимся. И знаете, вот здесь, если вы будете читать продолжение, вы увидите, что Моисей собрал все, оставил отары своему тестю. Он сказал: у меня теперь начинается новый этап моей жизни, и он пошел. И вот это вот послушание, вот это вот внутреннее состояние, когда человек на Божий призыв, не на свои идеи, не на свои взгляды, а на Божий призыв внутри своего сердца, когда он прошел пустыню, он искал встречи с Богом, он пережил эту встречу с горящим терновым кустом, когда человек слышит Божие посланничество, и он отвечает на это посланничество, это то, что называется смирение или кротость. Это то, о чем потом было написано и сказано. Открой нам это тоже место Писания, где написано о том, что Моисей был самым кротким человеком на земле. 12 глава Чисел, 3 стих. Моисей был очень кротким, самым кротким человеком на земле. Вот кротость, это скажем так, характеристика той третьей жизни. И это характеристика нашей новой жизни, в которой мы сегодня должны двигаться вместе с Богом.
не упование на свою плоть, не второе состояние, которое 40 лет переживал Моисей, что я последнее ничтожество, и Бог меня забыл и не хочет со мной ничего общего иметь. Нет, это третье, совершенно другое состояние, это что-то между. И это состояние, когда ты не на себя надеешься, но при этом себя не уничижаешь. Ты говоришь: Бог, ты меня избрал, у тебя есть посланничество, и я пойду и с твоей силой выполню и сделаю то, к чему ты меня посылаешь. Слово кротость, когда мы говорим о кротости, всегда возникает это место Писания из Нового Завета, когда Иисус говорил сам о себе. Характеристика из Евангелия от Матфея 11 главы. Там написано: «Придите ко мне все уставшие и обремененные, я успокою вас. Возьмите на себя ярмо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцем, и вы найдете покой нашим душам». Вот то, к чему мы идем. Вот то, что Иисус ждет от нас. Вот та самая характеристика третьей новой жизни. Это когда ты кроток, это состояние, когда Бог тебе что-то говорит, когда через людей Бог к тебе обращается, через Писание Бог к тебе обращается, ты оставляешь все. Ты не бодаешься с Богом, ты не пытаешься что-то Богу доказать, ты не пытаешься обосновать какую-то свою собственную жизнь по плоти. Ты говоришь: Бог, раз ты так говоришь, я пойду и я сделаю то, что ты мне сказал. Можете аминь на это сказать? Аминь, друзья. Вот это та самая третья жизнь, в которой сегодня Он хочет, чтобы церковь жила. Наша жизнь, настоящая жизнь с Богом, это когда мы сдались перед Ним. Сегодня я слушал эту песню «I surrender». Спасибо. Те, кто смотрят нас с Соединенных Штатов, для кого я сегодня говорю эти слова, вам приветы. Знаете, когда я слушаю эту песню, я считаю, это одна из самых великих песен, которые существуют в христианском мире. Это провозглашение того, что ты сдаешься перед Богом. Это не просто «я поклоняюсь тебе, Бог», потому что слово «поклоняюсь» не до конца понятно. Кто может мне дословно, Даш, ты как американоговорящий, слово «surrender», дословно прям перевести? Полностью сдаюсь, полностью капитулирую пред тобой. Вот это состояние церкви, когда ты никто. Твои связи, твое образование. Апостол Павел это все высмеивал, хотя он сам был суперобразованный человек. Он говорит: кого выбирает Бог? Образованных. Да Он через необразованных, Он посрамляет суперобразованных, потому что необразованные или люди, которым не на что уповать, они бегут к Богу, цепляются за Бога, они ищут лица Божьего и делают то, что Бог им говорит. Это люди, которым не за что сегодня зацепиться. Это люди внутренне сломленные, это люди, которые понимают, кто они такие без Бога. Если ты не понимаешь, что ты без Бога пустое место, если ты не понимаешь, что ты без Бога человек, который никогда ничего не достигнет, я тебе могу сказать, у тебя будет трудное время впереди. Пустыня ждет. Не дай Бог 40 лет. А знаете, вот все три этапа, вот давайте посмотрим по-другому. Многие из нас, мы хотим успеха. Вот все три этапа жизни Моисея, они были обусловлены определенным успехом. Согласитесь, что первый этап жизни, когда он к 40 годам встал перед своим народом, этот человек был по-своему успешный, согласитесь? Он же чего-то достиг за свои 40 лет. Он имел позицию, я думаю, он имел деньги, у него были открытые возможности, бесконечные причем. И когда мы смотрим сегодня на таких людей, то успешные люди их мир называет. Но Бог сказал: не это успех. Когда он жил в пустыне, у него была прекрасная семья, у него была гармоничная семья, у него были прекрасные отношения внутри семьи, с женой, с тестем, маленькие прекрасные детки росли, которые помогали ему этих блеющих овечек пасти. Все было хорошо, гармонично. Согласитесь, тоже отчасти успех. Но Бог говорит: не это я называю успехом. Бог говорит: я хочу, чтобы ты все это оставил, потому что это в глазах мира сегодня успех. Сегодня мы смотрим на людей и оцениваем их успех чем? Машина, деньги, какая там у него гармоничная семья или гармоничные отношения в браке. Но для Бога не это успех.
Бог смотрит на какие-то другие вещи. Что такое для Бога успех? Когда ты входишь в свое призвание, когда ты делаешь то, для чего Бог тебя создал, когда ты делаешь то, к чему Бог тебя сегодня толкает и к чему Бог сегодня тебя двигает. Когда ты гармонично сегодня вместе с Богом расширяешь Его царство, когда ты живешь сегодня не для семьи, не для денег, не для машины, не для чего-то, что может тебя окружать, а для чего-то невидимого людям. И может быть люди смеются, так же, как и смеялись над Моисеем. Дурачок. Он имел все. У него было все. Он был внуком нашего президента, и он выбрал с этими рабами страдать. Что с ним не так? Это человек, который понял однажды, что Божий успех, он исчисляется совершенно другими вещами. Не долларами, не количеством выращенных детей, совершенно другими вещами, друзья. Давайте будем стремиться сегодня, как церковь, к этому успеху. Давайте будем сегодня людьми, которые озабочены встать в центре воли Божией, оказаться в центре воли Божией. И когда мы встретимся с нашим кротким сердцем и мягким сердцем Господом, Он мог бы по-настоящему раскрыть свои объятия и сказать: входи, дорогой, потому что ты сделал то, что я ожидал от тебя. Что такое кротость? Многие люди думают, что кротость – это такое состояние, когда ты молчаливый, когда ты такой вот, тебя по щекам лупасят, а ты следующие щеки подставляешь, которые еще у тебя не горят. Давай слово кротость нам, пожалуйста. Вот есть определение слова кротость. Это человек незлобивый, это человек уступчивый, спокойный и покорный. Это то, что касается твоих отношений с Богом. Когда тебе Бог что-то говорит, и тебе это не нравится, ты говоришь: хорошо, Господь, я сделаю так, как ты мне говоришь. Хотя мне сложно это сделать. Второе – это преисполненный покорности, незлобивости и смирения. Это человек, который имеет определенное отношение к Богу. Если Бог нам что-то говорит в Писании, я говорю: Бог, это не мои планы, не моя воля. Я все оставляю ради того, чтобы делать то, что ты мне говоришь делать. У нас есть синонимы и антонимы этого слова. Синонимы слова кроткий – это значит покорный, смиренный и уступчивый. Это то, куда нас Бог сегодня двигает. Это то, что Он хочет, чтобы мы имели по отношению к Его Слову. Когда я читаю Его Писание, когда я читаю Его волю о себе, когда я изучаю истину Слова Божьего, я говорю: Бог, я оставляю все свои собственные взгляды, свое видение, свои желания, и я буду делать то, что Ты мне сказал. И антонимы – это непокорный, строптивый, заносчивый и буйный. Пусть это внутри нас умирает. Непокорство, строптивость, заносчивость и буйство. Итак, 3 жизни Моисея. Одна жизнь – это непокорный, заносчивый, буйный, строптивый. Вторая жизнь – разломанный. Третья жизнь – это кроткий, человек покорный, человек, который выбрал волю Божию, человек, который говорит: не мои планы, не мои желания, а то, что хочешь ты. И каждый из нас, когда мы читаем о том, что Моисей имел веру, у каждого из нас всегда станет вопрос: хочу я подражать этому человеку веры, или я буду жить своей собственной жизнью. Благословляю вас, дорогие друзья, чтобы каждый из нас, слыша эту проповедь, мы делали для себя решение внутри своего сердца смириться перед тем, кто продолжает быть царем, кто продолжает быть Богом, а мы Его слуги, мы Его рабы, мы люди, которые Ему принадлежат. Не Он нам принадлежит, мы принадлежим Ему. И мы будем исполнять то, что Он хочет, а не то, что мы навязываем Ему в своих молитвах. Аминь.